Ну вот это одна у нас из любимых коров. Зовут ее Бадуня, потому что любит всех бодать, любит проявить свои лидерские качества. Начинающий фермер Ольга Ветошева знакомит нас со своими, как говорит, любимками. Сейчас у нее под опекой 13 буренок. У каждой имя и свой неповторимый шарм. А потому без индивидуального подхода никак. Кого-то достаточно вкусно накормить, кого-то приласкать, а с кем-то еще и поговорить по душам. Летом все свободное время они проводят в поле недалеко от города. Вот в таком живописном месте пасутся коровы. Свежий воздух, сочная трава и яркое солнце. В итоге молоко получается вкусным и насыщенным. После такого молочная продукция в магазине кажется совсем непривлекательной. Ольга признается, фермерством хотелось заниматься еще с детства. Лишь времени всегда не хватало. В хозяйстве раньше были свои куры, свиньи и одна корова. И вот, наконец, 2 года назад семья решилась на открытие своего дела. Чтобы изучить процесс от и до, Ольга даже прошла специальное обучение. Затем выиграла грант Минсельхоза. Теперь, благодаря помощи республики, у ее подопечных есть новый, красивый, а главное, просторный дом. Осталось только смонтировать стойловые места, то есть вот сверху будут поставлены трубы, то есть опять же будет как стойловые работы. Ну и самое основное, самое главное, это школьного света. Правда, когда состоится долгожданный переезд, пока непонятно, подводит подрядчик. Небольшой коровник на 30 голов крупного рогатого скота он должен был сдать еще прошлой осенью. Доделать осталось совсем немного, главное установить оборудование. Новая дата ввода в эксплуатацию назначена на сентябрь этого года. Правда, насколько она реальна, пока сказать сложно. Рабочие здесь не появлялись уже давно. Впрочем, эти и другие трудности начинающего фермера не пугают, наоборот, делают еще сильнее. Ольга говорит, когда занимаешься тем, что любишь, любые невзгоды нипочем. Сожалений не было ни на минуту. Муж у меня ни разу вообще хозяйством не занимался, не держал. Но он загорелся вплоть до того, что он коров буквально обнимает. Он влюбился в них. Очень тяжело было, конечно, начинать. Везде свои проблемы. Ну, пытаемся, работаем. Сами научились роды принимать, сами научились раздаивать, сами научились лечить. Вот, ну, строим, развиваемся, планируем расширяться, насколько хватит сил. Сегодня фермерское хозяйство может похвастаться вкусным молоком, свежим творогом и сыром. Однако и это далеко не предел. В планах строительства молочного блока, увеличение поголовья и открытие мясного производства. А еще собственная сыроварня. Это, как признается фермер, вообще ее давняя мечта. И добавляет, которая точно осуществится. Ведь, кажется, по-другому у тех, кто много трудится, просто и быть не может. Ксения Лосева, Олег Жуковский, телеканал Юрган Емва.